Озодир Рахмон опубликовала видео поздравления в честь юбилея отца. Цены на авиабилеты из российских городов в Таджикистан пошли на снижение. Касым-Жомарт Токаев хочет пойти на выборы от широкой коалиции общественно-политических сил. Путин уточнил, кто не может быть призван на службу в рамках частичной мобилизации. Озодир Рахмон, вторая дочь из 7 дочерей нынешнего президента Таджикистана Эмомали Рахмона и глава исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан 5 октября этого года, в день, когда ее отцу исполнилось 70 лет, опубликовала видео поздравления в честь отца. Это второе видео Озодир Рахмон. Первый раз она опубликовала видео, чтобы поздравить отца 5 октября 2017 года, когда Эмомали Рахмону исполнилось 65 лет. Озодир Рахмон в своих поздравлениях похвалила своего отца как мудрого и дальновидного политика, который, по ее убеждению, принес в Таджикистан мир, стабильность и процветание, заложил основы современной таджикской государственности. Озодир Рахмон утверждает также, что политики во всем мире изучают политическое наследие ее отца и учатся у него, как управлять своими государствами. Свои поздравления Озодир Рахмон закончила стихотворениями о своем отце, в которых она назвала его лидером таджикского народа. Пользователи в сети говорят о снижении цен на авиабилеты из российских городов в Таджикистан. Это подтверждается информацией на сайтах авиакомпании. Хотя всего 2 недели назад билеты распродавались очень быстро, на ближайшие даты их почти не оставалось. После объявления частичной мобилизации в России цена билета могла доходить до 101 750 рублей с человека. Если в 20-х числах сентября билет по маршруту Москва-Душанбе на уральские авиалинии и Норстар стоил минимум 39 722 российских рубля, то сегодня 24 948 рубля – это максимальная цена. Так, согласно официальному сайту ЮТР, из Санкт-Петербурга в Душанбе цены 6 октября варьируются от 22 880 до 26 900 рублей в зависимости от тарифа, а из Москвы в Душанбе самолетами этой авиакомпании может добраться максимум за 24 948 рубля. Чуть выше цена на рейсы из Сургута и Тюмени в Душанбе. Но, как пояснила сотрудница одной из душанбинских авиакасс, это связано с тем, что из этих городов частота рейсов в Таджикистан гораздо ниже. Снизились цены и уральских авиалиний, которые во время большого спроса на билеты в таджикские города установили самые высокие цены среди российских авиакомпаний. Тогда долететь из Москвы в Душанбе можно было минимум за 17 тысяч сомони. Сегодня же маршрут Москва-Душанбе стоит от 19 026 до 23 661 рублей. Еще дешевле добраться до Худжанда от 13 903 рубля до 15 538 рублей. Отечественная авиакомпания Сомон Эйр установила одну и ту же цену эконом-классом из Москвы в Душанбе на все ближайшие даты вплоть до 15 октября. Это 24 361 рубля. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что будет правильно, если он пойдет на выборы не от какой-то конкретной организации, а от широкой коалиции общественно-политических сил. Об этом он заявил 5 октября в ходе рабочей поездки в Павлодарскую область, передает Централ Азия. «Я вижу, что особый интерес в обществе вызывает вопрос, от какого объединения я буду баллотироваться на предстоящих выборах. Скажу предельно откровенно, ко мне поступают предложения от различных республиканских объединений и партий стать их кандидатом», сказал Токаев. Он заявил, что все это говорит о существенно возросшей за 3,5 года поддержке гражданами реализуемых и намеченных преобразований. «Думаю, будет правильно, если я пойду на выборы не от какой-то конкретной организации, а от широкой коалиции общественно-политических сил, формирующих социальную базу проводимых в стране реформ. И это также позволит утвердить принцип равноудаленности главы государства от различных партий и объединений», сказал Токаев. Он вновь пообещал, как глава государства, гарантируя, что президентские выборы пройдут честно, открыто и справедливо. Также, по мнению Токаева, избирательная кампания накануне выборов президента набирает обороты. Он заявил, что налицо оживление внутриполитического поля.
Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ, уточняющий категории тех, кто не может быть призван на службу в рамках частичной мобилизации. Об этом он заявил в ходе онлайн-встречи с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года». Сам указ на момент выхода новости опубликован не был. В ходе встречи с учителями Путин прокомментировал тему отсрочки студентам негосударственных вузов. Он заявил, что Минобороны вовремя не внесло изменения в правовую базу по списку тех, кто не подпадает под мобилизацию. Поэтому вносить соответствующие коррективы пришлось ему. Сегодня я уже отдал на выпуск указ, он уже подписан, где вносятся эти самые коррективы, в том числе по вопросам, которые вы сейчас подняли, сказал Путин. По его словам, отсрочка предоставлена студентам частных вузов, имеющим госаккредитацию, а также аспирантам и слушателям духовных учреждений. Кроме того, отсрочка распространяется на тех, кто обучается по программам подготовки научно- и научно-педагогических кадров в организациях, расположенных на территории инновационных и научно-технологических центров. Имеется в виду соответствующие центры в Москве, Казани и других территориях, уточнил Путин. В документе, по его словам, говорится, что отсрочка от мобилизации предоставляется гражданам, получающим соответствующее образование, впервые обучающимся по очной и очно-заочной форме обучения, то есть, другими словами, вечерней форме обучения.